Казан ханы, улым Үтемеш Гәрәй исеменнән һәм үземнең исемнән мин Ханбикә Сөембикә һәммәгезне олы җиңү белән котлыйм. 1550 год. Сложное время для Казанского ханства. Ханский престол – вот цель врагов внешних, тех, кто уже не в первый раз организует осаду Казани, и врагов внутренних, тех, кто плетет интриги за спиной у царицы. Сюембике – главная и пока непреодолимая преграда на пути захватчиков власти. Красота и мудрость правительницы станут последней легендой Казанского ханства. Пьеса на самом деле абсолютно актуальная, поскольку я ее для себя как жанр определил. Это политический детектив, когда в центре стоит сильная и одновременно хрупкая женщина Сюембике, которая вынуждена под давлением окружающих обстоятельств не ломается, но тем не менее она вынуждена сдаться, к сожалению. 27 февраля на сцене Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина состоялась премьера спектакля «Последняя легенда» по пьесе Мадины Маликовой. Первая женщина-романист Республики Татарстан, журналист и писатель Мадина Габдулхаковна в одном из интервью заметила, что суть всех ее произведений заключается не в раскрытии жанра, а в решении подчас сложнейших нравственных проблем. То же мы видим и в «Последней легенде». Предстающая на первый взгляд историческим детективом, пьеса становится рассказом о великой женщине, ее чувствах и взаимоотношениях с семьей, с окружением, с политическими противниками. Это была для меня очень большой ответственностью, как я справлюсь, смогу ли я пробудить в зрителях такое чувство, чтобы они поверили, да, вот она, оказывается, какая была Сюембике. В первую очередь она боится за своего сына. И еще она красивая женщина, которая восхищается мужчиной, правители, русские цари, русские князья, все в округе. Я думаю, любая женщина, наши татарские женщины, в себе что-то имеет от Сюембике. Оригинальную музыку к спектаклю написал композитор Радик Салимов. И, конечно, историческая трагедия украшена великолепными костюмами художника Натальи Пачковой. Я не захотел городить фанерные декорации, потому что это бы сразу отвлекало зрителя и добавляло бы определенную недостоверность в происходящие события. А костюмы становятся главными для того, чтобы создать атмосферу этого спектакля. Они немножечко, особенно то, что касается царских особ, они немножечко, конечно, у нас вычурные. Но, с другой стороны, очень сложно найти тот материал, то качество, ту фактуру материала, которая необходима для производства этих костюмов. На мне надета рубаха, русская рубаха в стиле русских красок, как говорится, красные, розовые тона. А дальше защита в виде кольчуги и плюс к рубахе еще, чтобы она не пачкалась, она, как бы что-то типа такого было придумано. Также меч. Преображаться, как бы надев костюм, да, что-то он дает в любом случае. Да, есть толщинка, которая дает мускулатуру, дает мощь. Но это, я бы сказал, 15% только успеха. Выйдя костюм, быть просто носителем костюма, это, конечно же, зрителю неинтересно. В любом случае, свое вот это внутреннее подкрепление, оно должно быть. Персонаж Зульфата Закирова, князь Петр Серебряный, личность неоднозначная, но героическая. Участник многих сражений, в истории взятия Казани он сыграл одну из главных ролей. Некоторые образы, они бывают, знаете, либо ровненькие, либо у них характер выстраивается так чуть-чуть, как кардиограмма, раз-раз, и все, потом опять ровненько. Тут в течение всего периода, пока я нахожусь на сцене, от события к событию, от принятия решения и внедрения своего решения, у меня моя вот эта роль, кардиограмма, так назовем ее, она либо острая, либо она с такими плавными изгибами, а где-то я вообще отхожу как бы, да-да-да, вы абсолютно правы, я
Такая хитрая лиса, я бы сказал, политическая хитрая лиса получилась. Сен мұнда ошы бал шымырып кіре тұрға деп қой алмағатсың. Хан екенсің, хан бола бәл. Хан тәхітсіз болмай шау. Шулай мені. Нексі олайсың мұнда тәхіт кетіріп қоймадың, а? Шайыр тасын кінәс. Сен бек астыннан тәхітнан сатқына тартып алып болмай. Міне бұл сөзің дұрыс қо. Мүхір сұға. Сенің ауыздан да бір рәтлісі шығар екен. Сен беке, хан беке астыннан тәхітті тартып аларға. Шыл. Қазанға баш болу үшін. Қазанның яқшы пішіріге тиеш. Міне бұл қазаным. 14 марта спектакль «Последняя легенда» вновь на сцене Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина.